Меня зовут Анна Федоронок. Я беженка из Белоруссии, убегала из нашей страны, с своей родины, потому что подверглась там очень жестоким репрессиям. Вот, хочу рассказать, как все началось в моей жизни. Я, если честно, по 26 лет вот этих я не занималась политикой. Я, можно так сказать, вообще спала и проснулась, и только вот благодаря ковиду, как, наверное, большинство жителей нашей страны. Я жила прекрасно, у меня был и бизнес, я была индивидуальным предпринимателем. Потом я родила в 41 год девочку, маленькую дочку, младшую. Вот, и сидела вообще 8 лет дома. Муж зарабатывал деньги, вообще-то у меня все было хорошо. И я была обеспечена, можно сказать, материальным человеком. Мне все было нормально, все было, говорите, мягко и удобно. Но вот когда начался у нас пошла волна ковида, когда мой муж, находясь в Италии, снимал мне каждый день видео, показывал, что творится на самом деле в мире, а когда я включала белорусское телевидение, которое я ему и раньше-то не доверяла, но когда я все это слышала, эту ерунду, что это коронапсихоз, что это все, меня переворачивало все внутри. Я настолько была, можно сказать, в бешенстве от этой неправды, от этой лжи. Я раньше понимала, что наша БТ правда нет, но настолько циничной лжи от нашего президента, это было невозможно слушать. Эти гробы, которые, например, это не в интернете, это не лично муж присылал вот эти видео из Италии, вот эти вот пустые улицы, гробы, машины, все. А тут в Беларуси у нас все хорошо, троллят, вообще это было настолько дико. Вот и, наверное, все это перевернуло, всколыхнуло, и всю мою жизнь перевернуло. Потом к нам приехал Воропаев, к нам приехал Воропаево, Поставский район, Витебская область. Я объясню, что это практически деревня. Раньше у нас было около 10 тысяч населения, а сейчас у нас 3,5 тысячи населения. И вот все заводы, которые у нас, они все разрушены. Завод ЖПИ, стеклозавод ГУТа у нас был, деревообрабатывающий завод, был огромный совхоз, машинный двор. Ну, наследие было у нас после Советского Союза очень большое. Сейчас это разрушено все, и работы нет, вообще совершенно слова совсем нет. Работают только бюджетники и железная дорога, все. Вот. И когда Сергей приехал, Тихановский все это снимал, показал эту правду. И вот тогда еще с Андреем Новиковым мы встретились. Андрей Новиков, который политзаключенный, один из первых был, он снимал этот ролик вместе с Сергеем. Этот ролик есть на Ютубе про Поставский район. И вот мы встретились с Андреем. Андрей мой одноклассник, он родился у нас в Воропаево, и он 20 лет он жил в России, он подполковник милиции, очень образованный, умный человек. И вот мы с Андреем решили, что нужно что-то делать, хотя бы для нашего поселка, что мы можем делать. Мы решили, что мы будем готовиться к выборам. Мы стали собирать людей, хотели собрать команду, чтобы собирать подписи. Мы еще надеялись, что будут выборы честными, что мы сможем что-то изменить. Мы надеялись этого до последнего, до 9 августа, мы на это надеялись. Вот. Потом, так получилось, что в мае месяце, 8 мая, Андрея забрала милиция, он в деревне живет, он фермер, он прямо забрала милиция из трактора, четвером скрутили, и где-то в первой половине дня, во второй половине дня приехала милиция ко мне. У меня частный дом, и на тот момент у меня находились еще 2 внуков малолетних, вот у меня дочке 9 лет, внуку 8, и внучке 11, вот такая мама-бабушка. Я с малолетними детьми, с 3 находилась дома, так как они были на самоизоляции, и все были у меня в частном доме у нас. Они ломились в дом, дети плакали, дети кричали. Это, наверное, был первый такой случай, первый мой опыт, когда я действительно плакала, потому что я была очень напугана. Представьте, законопослушный гражданин, который 50 лет, и тут милиция в дом ломится. Они не предоставлялись, не показывали удостоверения. Они нагло говорили, вот наша форма, наша милиция, что вам еще нужно? Они, наверное, раза 3 приезжали, я так двери не открыла. Требовала, давайте повестку, все, нет, вас нужно забрать, и все. Ну, так повезло, 8 мая они меня не забрали. 9 мая, это была суббота, 5:30 вечера. Опять же приехала милиция, уже высшие чины, сам Радилко приехал, наш замначальника милиции. Мы успели с детьми через черный ход спрятаться в бане. Вот представьте, 9 мая президент на площади со своей семьей, бабушка Аня сидит в бане с внуками и прячется от карательных органов. Вот. И мне еще тогда была знакома я с Володей Мозгоном Цыгановичем, который тоже сейчас сидит. Вот. Я ему давала прямой репортаж. Есть этот ролик тоже в Ютубе, может, 10 мая, не помню, там называется, по-моему, «Обыкновенный фашизм». И вот я давала интервью Володе Мозгону,
что бабушка 9 мая прячется от карателей. Но они вас не нашли? Нет, не нашли. Мы сидели в бане, закрывшись тихонечко. Они зашли на частную территорию, нарушили закон. Они ходили, обыскивали вокруг дома, без всяких документов на то. Нарушение закона было с их стороны, не с моей. Вот. После этого, когда вышел ролик Володи Цыгановича, после этого они тогда уже прославили на всю Беларусь нашу поставскую работу. Кстати, затаилась после этого у них обида, они стали мне после этого мстить, еще плюс ко всему. Они тогда уже прислали повестку, почему-то можно было действовать по закону. Вот. По повестке, я потом поехала по повестке, потом мы заболели вместе с дочкой, но все равно суд был. А это было за что? Это было только за два поста в телеграм-канале, что я написала про аппарат. Давайте мы соберемся на антипарад, у нас в парке, возле памятника принесем цветы и поговорим о нашем будущем. Вот за это меня 2 дня терроризировали карательные органы. Вот. Мне повезло больше, чем Андрею. У меня просто был суд и штраф. Первый мой суд по 23-34. А Андрея Новикова забрали вслед за Сергеем Тихановским. И он сидел 6 месяцев. Он сидел, дело не было заведено. И его потом по приезду Лаврова выбросили прямо на территорию России. И все. И 10 лет депортации. Нельзя приезжать в страну. Но дело за 6 месяцев никакого дела на него так и не завели. Вот. А потом... вас по 23-34, и несмотря на то, что у вас маленький ребенок, все равно... Нет, не посадили, мне штраф дали, тогда еще штраф дали. Это было на сутки, меня посадили позже. Но все равно я решила, что я сдаваться не буду, продолжу, хотя бы за то, что меня не напугали, говорится, то, что нас не убивает, делает еще сильнее. Мы стали стирать подписи, дальше, потом выборы. Я сделала 14 удостоверений независимым наблюдателем через организацию «Рух за свободу», в которой тоже я являюсь участником. Вот, мы покрыли практически все наши участки на выборах, по 2 наблюдателя на каждые выборы. Я же говорю еще раз, потому что мы надеялись, что выборы... Мы думали, что мы можем что-то изменить. Я сама на участке, на нашем Арпайском, была 14 часов была на участке. Так получилось, что... Ну вот хитростью такой, что я уговорила пенсионерку, которая была провластной наблюдателем, нам же только 5 человек разрешили, вот, и она полшестого ушла с участка, я заняла ее место. Они там, конечно, милицию вызвали, все, я говорю, я по праву, мне я 5-й человек, только вперед ногами. Я уже была с собой, у меня был рюкзачок сложен, там было все с собой на сутки, если на всякий случай, все было собрано, потому что я знала, чем не закончится. Ну, так получилось, что я осталась на подсчете голосов. И вот когда всю эту урну, вывернули урну, это вот, представьте, это деревня наша, это деревня как голосовала. Это было практически 90% за Тихановскую. День голосования, когда я осталась, практически 90% за Тихановскую. Естественно, когда они вывернули урну досрочного голосования, там было все наоборот. Но она была сфальсифицирована, там даже видно было, стояла урна, я все это сфотографировала, мне все послала Зубр. Там были пачками, лежали прям пачками, вот так вот, сложены, заброшены. Это было настолько вот фальсификация, или у них времени не было, или они настолько обнаглевшие, что они даже не пытались скрыть, по одному бросать. Там пачками было написано. Но все равно 70 голосов было разницы, победила Воропаева-Тихановская. Еще в тот день, когда на Зубре мне сообщили ваш участок, 9-й в Беларуси, где Тихановская победила. Вот. 10 числа наши, кстати, все вечером стали звонить. Там еще был один случай, в субботу расскажу, тоже очень интересный. Мне звонят из постав, ну вот с Воропаева от постав 25 километров. Звонят где-то в 7 часов утра, звонит знакомая моя, она работает на вахте. Ну не на вахте, ну вот вахтером на одном из участков. Она говорит, там пришел начальник комиссии поставки, Пекарский фамилия, я его в интернете про это писала, все. Он зашел с черного хода, его пустил милиционер, он зашел, открыл сам избирательный участок, зашел и закрылся. Это 7 утра, участок с 8. Я звоню, смотрю, кто у меня на этом участке, Вадим Шишко, кстати, который тоже сейчас уже в Польшу, его тоже после этого начались репрессии. Вот, Вадим бежит туда, на участок, снимает видео, что Пекарский закрыт внутри, что нарушен закон, что сорвана пломба. Мы все эти видео опубликуем сразу в Зубре, честные люди, в интернете, везде мы опубликовали вот это нарушение. Пекарский, председатель комиссии, он потом еще жалобу на этого Вадима подавал. Вот. И все равно это Пекарский, на следующий день сидел председателем комиссии, и сейчас прекрасно припеваючи живет он директор школы, и все, никого это не волновало, хотя доказательства были прямые. Ну вот, когда мне стали звонить ночью все мои остальные наблюдатели, что их даже не пустили на подсчеты, вывесили протоколы, где там тоже больше 80 везде за Лукашенко, хотя они стояли как собаки под дверьми и видели, что все были с белыми браслетами, что все было гармошка, но было явно, что...
Но это было настолько все сделано. Короче, в понедельник, 10 августа мы решили, мы будем подниматься, идем на площадь, потому что нас обманули, мы пойдем защищать наши голоса. Когда мы собрались в МСО, там, мы решили не в центре собраться, на окраине идти. Нас уже ждали, начальник РОВД Рыбаков, привет ему. Он уже хотел мне там же сразу арестовать, сразу Румуальдовна, идите ко мне без всяких оснований, но люди не дали. Но потом нас было не очень много, они пригласили, что автозак приедет, все, и мы сказали, что мы расходимся. И нас стали подло задерживать по дворам, по домам, хотя мы разошлись, мы не пошли никуда, ладно, все. Меня задержали в квартире моей тети, очень грубо задерживал Соловух, наш доблестный. Он вообще так за шиворот прямо и хотел годиться мне в сыновья практически. Вот. И сказал, я говорю, я не сопротивляюсь, сейчас будет так жестко, действительно, наверное, хотела ударить, потому что, и если бы не подошла моя сестра родная, я говорю, Зоя, смотри, будешь свидетелем, потому что он действительно говорит, сейчас будет так жестко, и улыбался еще нагло. Короче, меня посадили вот в маленькую такую будочку в медицинской машине, такой здесь с решеткой, может, стакан зовется, не знаю, как это называется. Я говорю, что я мог сознание потерять здесь просто. Можно мне просто сесть в машину, я что, преступник, я что, там, наркоман или что? Нет, это было настолько специально все, чтобы унизить. Ну и все, меня задержали. Они имели право задержать на 72 часа только, хотя я писала, что у меня ребенок дома. Сидела я этих 3 суток, скорую меня вызывали дважды, потому что там 2 на 2, ни воздуха, ничего не было. Естественно, трижды меня раздевали до гола, приседать заставляли. Вот это было настолько унизительно. Это было, наверное, самое ужасное, что было. А ребенок ваш? Ребенок, моя старшая дочь забрала ребенка, потому что, когда я стала писать, что у меня ребенок маленький, думаю, хорошо, сейчас поедет опека, ребенка заберет. Поэтому я сказала, хорошо, дочь моя старшая заберет ребенка. Вот, ребята, просто вот это все, вот это документально, каждое мое слово подтверждено документально. Вот это справки СВС, протоколы обыска уголовного дела, все протоколы всех судов, постановления. Просто я для того, чтобы сказать, что мое каждое слово подтверждено документально. Я собирала каждую бумажечку, чтобы вот это компромат на всех наших, на все наши карательные органы, чтобы они не думали, что они уйдут от ответственности после всего того, что они совершили. Вот, потом было, опять же, после суда, был еще суд был. На суде, опять же, Мяделка, тот же самый, вышел, стал свидетельствовать, что под моим руководством готовились коктейли Молотова поставить. Я сидела, говорю, а Кеннеди я не убивала там случайно у вас? Там настолько было свидетельств, вот всего такое было, все, что... Я не понимаю, вот когда уже свидетельствуют вот эти ОМОНовцы в масках, так они же хотя бы понимают, что их не знают, но я же знаю фамилии этих людей, которые говорили вот такое вранье, вот это все. Я не знаю даже, как готовить эти коктейли Молотова. Ну, вот был, так как мне сутки дать не могли, потому что малолетний ребенок, мне дали 50 базовых штрафов. Вот. Потом дальше уже начались у нас опять марши, вот 16, 15, 16 марша августа у нас в уставах вышло 2000 человек вышло, даже может больше. Люди настолько были окрылены вот этой победой, видимостью вот этой победы. Выступали, когда мы поставили микрофон на площади, люди в очереди стояли, хотели сказать, все хотели высказаться, все. Но закончилось тем, что через неделю все это стало, опять же, незаконно, хотя милиция, вот начальник милиции, наш Рыбаков, Талек, заместитель, они сами нам разрешили этот митинг, устно. Есть свидетель, что они разрешили, сказали, ладно, только мы... И они присутствовали, ГАИ прикрывала дороги, они вот были, они не запрещали нам ничего. А потом же за этот митинг нас всех судили. Вот это был еще один мой суд. Еще один по 23-34, еще был штраф. Опять же, то же самое. Короче, тоже также привозили вечером повестку в темное время, опять же, напугали детей. Мои дети настолько напуганные, что вот когда я дочку везла в маленькую школу художественную не так давно, она ехала милицейская машина навстречу, она, смотрю, уже занервничала. Я говорю, что случилось? Говорит, мамочка, а можно? Я говорю, если тебя сейчас заберут, можно меня не в детский дом, а к Лизе завезут. Ребенок сейчас не хочет домой, потому что она боится всего, особенно потом расскажу, как опека нас еще терроризировала. Вот эти вот сволочи, они ответят за слезы не то, не мои, они ответят за слезы наших детей. Вот. Потом вроде бы стало немножко потише у нас, и вот в преддверии вот этого собрания опять начались репрессии. Ну как потише? Мы-то замолчали все, нам же нельзя было ни слова сказать. Мы выходили очень долго на площадь, потом нам запретили выходить с флагами, просто мы выходили, собирались, разговаривали. Дошло до того, что в последнее время нас просто не разрешали собираться больше 2, понимаете? Если мы стоим втроем, все, уже один милиционер сказал, больше 2 не собираться. Это 37-й год, это просто, никто не думает, что у нас действительно до этого все дойдет.
И вот 16 января, я сейчас расскажу, почему я здесь. 16 января, суббота, у нас баня топилась, мы дома убирались с дочкой дома. Опять же звонок в дверь, открываю, стоит милиция. Или санкцию прокурора на обыск было, но вот копию я не подумала взять копию, но в этой санкции не указано было, кем я являюсь. Вообще, обыск и все. Ну, написано моя фамилия, адрес, обыск. По уголовному делу не являюсь, не было написано, кем я являюсь по этому делу. Свидетелем, подозреваемым, ничего тогда не было. И во время обыска, опять же, вот просто говорю, что мне на стресс реагирует так организм, как на сутках мне тоже вызывали скорую. Тут же, опять же, у меня давление 170, и мне вызвали скорую. Я там практически уже сознание потеряла. Ну, просто вот от этой стрессовой ситуации. Потому что я же знала, что какое уголовное дело, я вообще ничего не совершала. Вот. И обыск длился почти 3 часа. Они изъяли всю технику, телефоны, компьютер, даже старые кнопочные телефоны валялись поломанные, детские планшеты, все изъяли у нас полностью. Я думала, что оба закончится, все, нет, еще было задержание. Опять же, это 9 часов вечера, куда я ребенка делаю? Ну, думаете, что хотите, вас забираем, и все. Тоже хорошо приехала быстро подруга, забрала ребенка, отвезла к маме. Вот. Задержали, привезли в Ставрополь. Опять же, я пыталась, дайте мне, пожалуйста, объяснение. Вот по обыску, протоколы обыска, здесь все есть. Вот. Я пыталась уточнить, кем я являюсь, почему я задержана, кем я являюсь, свидетелем, подозреваемым или кем по этому уголовному делу, 368 статья «Оскорбление караемых». Ничего никаких. Вам следователь расскажет. Когда будет следователь в понедельник? Я говорю, почему забрали меня в субботу? В понедельник я приеду к следователю, я приеду по повестке, все. Ну, это, естественно, было давление. Там же меня обрабатывали сотрудники милиции, женщина обрабатывала. Вот тебе ребенок, а что ты думаешь? Ну, что давление такое моральное, что просто вот ужасное. Потом я стала говорить, давайте мне бумагу, я буду писать ходатайство, заявление, что у меня ребенок, что у меня был гипертонический криз, что мне вызывали скорую. И кто будет отвечать за то, что со мной случится здесь? Если вы меня задерживаете без оснований. Никаких не дают, ни бумаг, уже вы задержаны, все. Ни протокол задержания, ничего. Вот давайте будем все оформлять законно. Я говорю, сейчас буду тяжело писать заявление, что все. Ну, не знаю, что на их повлияло, может, то, что скоро было, они меня отпустили домой, ночью я явилась домой. Вот. В понедельник вызвал мне следователь, оказывается, я являюсь подозреваемой по уголовному делу, на меня в понедельник уже завели уголовное дело, все, и все это будет рассматриваться, вся изучаться будет компьютерная моя техника, и все, ну, я поняла, дело липовое, все было понятно, что меня просто действительно, как Андрея, могут забрать на 3 месяца, на 6, неизвестно. Я еще долго думала, уезжать очень хотелось, потому что у нас свой дом, все дома свое. Вот это кто так бросит, неизвестно, уехать еще в молодости может легче. И то я знаю, девочки, если 50 лет быть беженцем, это настолько тяжело. Последней, наверное, каплей было то, что к нам приехала опека. Опять же, мы дом не открыли, сделали вид, что у нас дома нет. Хотя они, видимо, поняли, что мы дома. Приехала опека, 3 тетки, милиция. У меня ребенок отлично ходит в музыкальную школу, художественную школу. Я не социально, я нормальный человек, я не пью, нигде не было, никогда не замечена, никогда ничего не было. Просто зачем, непонятно. Они стали ломиться в дом, эти тетки, вот эти, которые с опеки, ходили прямо в окна, стучали. Милиционер на пороге там матом ругался, это ребенок мой все слышал, мы сидели под столом спрятавшись, понимаете? Они там, не знаю сколько, минут 15, наверное, пытались ломились в дом. Зачем? Вот вопрос, зачем? Или в количестве 6 человек они хотели написать бумагу, придумать 6 свидетелей, что я там была пьяная, дома бардак, мало ли что, понимаете, мне настолько стало страшно, что они заберут ребенка. Ребенок уже столько пережил, это, наверное, была последняя капля, что нам предложили помощь, сразу сообщили, что билеты на самолет купим, улетаете, и вот только дома не ночуете больше. Я вот собралась, сразу же уехала к старшей дочери, по 2 суток мы не ночевали дома, пока нам сообщили, что билет уже есть на самолет. И вот практически без вещей, без ничего, даже не появляясь дома, мы с ребенком улетели. Я боялась еще проходить пограничников в аэропорту, потому что все вот эти суды, что тоже в картотеке есть. Но подписки о невыезде пока не было, я все-таки прошла. И когда мы сели в самолет, летели первый раз, для меня уже было все равно. Я не боялась ничего, главное, что я улетела отсюда. Вот такая вот история. Хочу еще большое спасибо сказать вам, всем ребятам, Белорусскому дому. Послушайте, я никогда не думала, что столько будет нам внимания. Я только написала, что у ребенка нет теплых вещей. Нам
вот, Родион, потом знаю Юра, передали деньги, мы купили, сходили с дочкой теплые вещи. Вот столько помощи, правда, говорю, настолько до слез просто. Какие у вас дальнейшие планы? Дальнейшие планы. Мы на визу подали документы на Польшу. Просто там находится муж мой и Сашин папа находится в Литве, он работает водителем. Он уехал еще давно, в январе уехал, он домой тоже сейчас не вернется. И вот мы там надеемся встретиться с мужем, он там поможет и жильем, и все, и пока будем жить в Польше. Я надеюсь, я уверена, что мы вернемся скоро домой, что у меня большие парники, грядки, все хозяйство. Я еще хочу садить помидоры в свои дома и быть хозяйкой у себя в стране в первую очередь, потому что я не знаю, как сказать. А после того, как вы уехали, они вот технику не вернули, не приходили? Ничего нет, они приходили. Да, дома никого просто нет, у нас дом закрыт, все. Дома никого у нас нету. Вот они, соседи говорили, была милиция, один раз точно видели, потом искал мне следователь, родственники, через родственников искал следователь. Но родственники сказали, что ничего не знаю, ничего не видели. Да, что еще? Я думаю, после того, сколько я наговорила уже здесь, и сколько я понаписывала в открытых чатах, но мне уже, наверное, уже не одно уголовное дело там заведено. У меня поэтому мосты на мой сожжены, до победы мне вернуться никак, потому что я понимаю, что там мне только за решетку. А что я могу сделать за решеткой? Здесь хоть я людям правду рассказываю. Вчера Да, ну, ничего, интересного. Конечно, я уверена.